столько, сколько отпущено его народу. Я поклялся, я дал слово за народ свою жизнь отдать. Програма «Саба» в ефірі телеканалу АТR. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І зараз ми поговоримо про таку приємну тему. В нас у гостях Дмитро Лєбєдєв, переможець Черкаського міжнародного марафону у своїй віковій категорії. Черкаський міжнародний марафон, він входить у шістку найпрестижніших у світі. І цього року в ньому взяли участь 45 тисяч людей. Вам 76 років, пане Дмитре. І яку дистанцію ви бігли? 42 кілометри, 195 метрів, стандартний марафон. І ви її подолали за 3 години, 31 хвилину і 7 секунд. Да. Пане Дмитре, ну розкажіть, власне, в чому секрет вашого успіху в такому віці, лишатися спортивним і досягати таких висот? Ну, прежде всего, это образ жизни. Я еще в школьные годы активно занимался там, физкультурой и спортом, затем в студенческие годы на лыжах бегал, ну, до 1-го разряда, а не более. Вот. Но потом так сложилась жизнь, что потянуло на беговые виды спорта, и постепенно я добрался до такого решения, что а не попробовать ли мне марафон пробежать. И вот первый марафон я пробежал в 49 лет. Это был 10-й Московский международный марафон мира. Ну, прежде чем пробежать этот марафон, я начитался там всяких интересных вещей о марафоне, как надо питаться, какая должна быть обувь, одежда и так далее, и так далее. Но все это теория. А вот практически, вот это очень интересно. Дело в том, что марафон в Москве, это был 1990 год, стартовал с очень такой узкой площадочки, а там было примерно 10 тысяч человек. Я первый раз участвую в таких грандиозных соревнованиях и не знаю, где мне находиться-то. Ну, как-то я там определился. Тогда не было регистрации, электронной регистрации времени, поэтому пока я добрался до старта, уже прошло там 3-4 минуты. И, значит, вот я такую наблюдал картинку, когда уже примерно полмарафона мы пробежали, это уже поднялись на Воробьиные горы, и передо мной один из участников падает без чувств. Сразу же тут скорая помощь, врачи, там, я думаю, а что же это такое, как же так, как же мне бежать, чтобы та же участь меня не постигла. Но, тем не менее, все удачно сложилось, я финишировал, но, к сожалению, я до сих пор не знаю, какой у меня там был результат. Но, тем не менее, я понял, что марафоны я бегать могу. Як ви вирішили взяти участь у цьому марафоні? І, так, сама процедура цікава, тому що, ну, все ж таки Америка. Чому ви обрали саме цей марафон? Сейчас я вам скажу. Дело в том, что, ну, прежде всего, это был 17-й мой марафон. У меня, ну, такой принцип. Я бегаю марафон 1 раз в году, но на результат. А для того, чтобы реализовать вот эту идею, надо, в общем-то, готовить организм тщательно. Вот. И я неоднократно выступал в ветеранских соревнованиях на чемпионате мира и Европы. Дважды был чемпионом Европы, был призером чемпионата мира среди ветеранов в марафонском беге и серебряном, и бронзовом. Поэтому опыт уже накопился, все, в общем-то, как будто бы складывалось так, что и здоровье позволяло. Я решил, а почему бы мне не попробовать другой топовый марафон? Дело в том, что первый такой топовый марафон, который я пробежал, это был Берлинский марафон. И там вот был мой самый лучший результат до сих пор. Я пробежал его за 2 часа 53 минуты.
А вот здесь возникла такая возможность попробовать еще один марафон, чикагский. Для того, чтобы попасть на чикагский марафон, ну, надо, в общем-то, понять, какова там процедура отбора. Ну, прежде всего, все спортсмены, исключая элиту, делятся на возрастные группы. Они начинаются, у них 16 лет. И через каждые 5 лет, значит, своя возрастная группа. Я был в группе 75-79 лет. Значит, для каждой возрастной группы устанавливается ну, некоторая квалификация. Ну, то есть тот результат, на который ну, вы должны выполнить. Ну, не выполнить, а должны пробежать не хуже. Для моей возрастной группы это было 4 часа 30 минут. Когда меня заявила внучка, которая активно очень занималась моим, значит, моей заявкой на этот марафон, вот, то никаких проблем не было. Меня, в общем-то, зачислили в состав участников. Вот. И марафон этот был 8 октября. Я приехал заранее, прилетел заранее в Нью-Йорк, а потом в Чикаго. И даже последние там, 2 недели тренировался сначала в Нью-Йорке, а потом в Чикаго. Но там великолепнейшие условия для тренировок, поскольку очень много парков, очень много площадок, где активно можна заниматися і бігом, і другими видами спорту. Як ви вважаєте, от те, що там так розвинено цей напрямок, цей рух, бігати, це просто тренд останнім часом, це якось впливає те, що в нас в країні, наприклад, це все ж таки не настільки популярне саме через умови, тобто все ж таки не настільки обладнані парки, можливо, місто саме, чи як ви вважаєте? Ну, это действительно так. Но с другой стороны, понимаете, и на как бы государственном уровне у нас, ну, мне кажется, что ну, недостаточно, в общем-то, уделяется внимание ветеранскому хотя бы спорту. У нас не определен статус даже ветеранского спорта, несмотря на то, что, в общем-то, очень многие ветераны бегают, очень много проводится соревнований. У нас есть ассоциация, вот, у нас есть клубы, которые, значит, в которых и ветераны бегают. Но вот статуса нет. Ви говорили про підготовку. Як виглядає ваш буденний день? Ви щодня бігаєте? Як ви взагалі готуєтеся? Ну, если нет в ближайшее время соревнований, я имею в виду не только марафона, там, скажем, полмарафона или там 10 или 5 километров, я обычно бегаю через день примерно по часу. В любое время, там, зима, лето, осень. Я живу в таком месте, в Голосеевском районе, где, значит, доступно реализовать вот этот образ жизни. А если я готовлюсь к марафону, то там уже по специальной программе, которую я уже освоил и понял, что для меня она наиболее эффективная. Значит, я бегаю в последнее время 5 раз в неделю, волной. Волной это значит, каждая тренировка отличается дистанцией. Причем самая длинная дистанция, которая на тренировке, значит, преодолевается, она должна совпадать с днем недели, в которой проводится марафон. Ну, обычно марафоны по воскресеньям проводятся. Значит, вот в воскресенье я пробегаю 32 километра. А в сумме за месяц примерно набегаю 500-550 километров. Я считаю, что если вот для меня вот такой объем не реализован, то, ну, конечно, некоторые проблемы возникают. Поэтому я стараюсь не допускать этого дела. И, как показал опыт, в общем-то, все это дело складывалось нормально. Вже в нас зовсім мало лишається часу. Знову ж таки, ваші поради людям, котрі хочуть почати бігати, що потрібно робити, на що варто звернути увагу? Ну, прежде всего, должна мотивация быть. А мотивация какая? Это здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, все остальное вы сами знаете, как делать. Это и обувь, это и одежда, это и питание, это и релаксация. То есть комплекс вот этих всех мероприятий. И будьте больше на природе. На природе, в лесу, где-то, значит, на каких-то там площадках, потому что именно вот это общение с природой, ну, позволяет вам
отдохнуть, восстановиться. Вы совершенно по-другому смотрите на мир. Никакой там агрессии, никаких там отрицательных эмоций. Вот вы пробежали и вы поняли, насколько это прекрасно. Ми вам дуже вдякуємо. Вважаємо, що ви є взірцем. Насправді, Дмитро Лєбєдєв, переможець Черкаського міжнародного марафону у віковій категорії 75-79 років. 76 років нашому герою. І от таких висот він досяг. Сподіваємося, що з вас братимуть приклад і також за здоровий образ життя будуть пропагувати. Отже, це все, про що ми встигаємо поговорити. Дивіться телеканал АТР, Менда Крим, Крим тут, аби знати більше. Дивіться телеканал АТР. Не перемикайтесь.